Вот уже первый мост на маршруте, он называется Большой Конюшенный. Назван так, потому что сейчас слева по борту здание бывшего придворно-конюшенного ведомства. Здесь находилось учреждение, которое занималось всеми транспортными вопросами императорского дома. Был своеобразный гараж особого назначения. Тут находились конюшни, жилища служащих, мастерские, ну и управление этим ведомством. Все это обслуживало императорскую семью. Дорогие друзья, под мостами мы будем прерывать рассказ, возникает очень неприятный шумовой хлоп. Открыта палуба. Гемонки застроились постепенно и неравномерно. На ней можно видеть постройки совершенно различных эпох. Дома, которые сейчас окружают нас, построены преимущественно в 19 веке. Но есть очень удачные вставки начала века 20-го. Справа по борту чуть впереди дом со светло-зеленым фасадом. Он был построен в 1914 году. Очень удачно вписывается в застройку 19 века. Это особняк Абонелик Лазаревых. Была такая богатая княжеская фамилия в Петербурге. Архитектор Фомин открытой постройки стал впоследствии одним из классиков уже советской архитектуры. Но на противоположном берегу мойки слева по борту трехэтажный дом со светло-желтым фасадом. Это, пожалуй, самый главный адрес Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге. Мойка 12. Вот в этом доме Пушкин жил последние 4 месяца своей жизни. Из этого дома он уехал на дуэль на Черную речку. Сюда же его привезли смертельно раненого, здесь же он скончался. В настоящее время в этом доме находится мемориальный дом. Незадолго до гибели Пушкин получил чин юнкера, это низший придворный чин. И он был просто вынужден жить неподалеку от Зимнего дворца. Зимний дворец одним из своих фасадов выходит на главную площадь Петербурга Дворцовую. Она сейчас прямо по курсу. Впереди мы видим здание желтого цвета, частично укрытое строительными лесами. Это здание главного штаба. Вместе с Зимним дворцом оно образует ансамбль главной площади Петербурга. Мы же с вами покидаем реку Мойку и будем заходить в воды самой короткой рукотворной трассы Петербурга. Головой не заденем. Мойка — это естественный водный проток, это река. Мы с вами заходим в канал. Он был создан еще во времена Петра I. Соединил Мойку с Невой. И Зимний его назвали Зимней канавкой, потому что на берегу Невы находился Зимний дворец Петра I. Через Зимнюю канавку переброшено 3 моста, еще раз напоминаю, меры безопасности. Дорогие друзья, я просил бы вас подавлять себе нездоровое желание прикоснуться головой к каменным и чугунным сводам старинных петербургских мостов. Это очень вредно для здоровья. Зимняя канавка, один из живописных около Петербурга, одна из неофициальных визитных карточек нашего города. Впереди первый зимний мост, он проложен в сторону Миллионной улицы. Это самая аристократическая улица северной столицы. Она берет свое начало у Зимнего дворца. Не надо этого делать! Да, там были чужие. Впереди нас только мощная артиллерия. Переброшена через воду Зимней канавки. Она соединяет 2 здания, входящие в комплекс музея государства Эрмитаж. Слева по борту перед нами так называемые лоджии Рафаэля. Впереди северной столицы. Идиотов здесь не хватает, попробуй второй хочу. Слева, большой Эрмитаж, Эрмитаж Адриан, Зимний Эрмитаж. Это зеленого цвета, это Эрмитаж Адриан. Построен на том месте, где был Зимний дворец Петра I. Петербург город контрастер. За острыми берегами Зимней канавки, пройдя Эрмитажный мост, мы с вами выйдем. Вот, конечно, вы понимаете, куда мы выйдем, но мне только это звучит, что я не сделаю. Итак, приготовились, дорогие друзья. Мы с вами выходим. Выходим мы с вами. С вами выходим мы. На широкий простор местных берегов, с чем вас и поздравляю, ура! Не стесняйтесь своих чувств. Петербург называют город на Неве. Всем становится понятно, о каком именно городе идет речь. Нева — это главная городообразующая артерия Петербурга. Но мы с вами не будем умничать, бросаться